Ближе к вечеру Павел Астахов заслушал отчет юристов так называемого детского спецназа и встретился с правоохранителями и журналистами республики. Подробнее Алексей Полторанин. Павел Астахов начал совещание с первых результатов инспекционной проверки. До приезда омбудсмена в Сыктывкаре-Ухте и Воркуте работал детский спецназ. Проверено более 20 детских учреждений. По словам Павла Астахова, в Коми не хватает специалистов в органах опеки. 1 человек на 3000. Нет и регионального документа, который бы регулировал нормативы и количество специалистов. По словам омбудсмена, в республике необходимо создать программу приемной семьи, а начать с пропаганды обычных уличных баннеров, по примеру Бурятии. Значит, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, коллектив дома ребенка, малютка приглашает вас стать приемными родителями. Дальше описывается все, как они помогут и что будет происходить. Замечательные плакаты. Они их раздали на все предприятия, в публичных местах, везде. Мне кажется, с этого надо начинать. Отметил Астахов и положительные моменты. В регионе создана база по неблагополучным семьям. Снижается количество беременных до 14 лет и отказов от новорожденных. Уполномоченный попросил прокуратуру проверить, как социальные службы ведут учет по выделению жилья сиротам. В мае-июне дети-сироты выпускаются из интернатов других учебных заведений, и им должны предоставить сразу жилье. Но они на этот момент в очереди не стоят в связи с тем, что и ответы, как правило, тех должностных лиц, которые обязаны предоставить им это жилье, свидетельствуют о том, что они деньги в предыдущем году на этот год в бюджет не заложили. И, безусловно, но я думаю, что мы проведем эту работу. Я думаю, что органы государственной власти республики пойдут навстречу. Мы решим вопрос так, чтобы те дети, которые вот в будущем году должны выпускаться из этих учреждений, представить жилье, в предшествующем году ставились на учет с 1 января. Павел Астахов поинтересовался, почему в регионе отменяли антипивной закон, хотя были положительные результаты. Ну, к сожалению, там нашлись социально ориентированные бизнесмены, которые пивом торгуют на территории республики Коми. Ну, я их так в кавычках называю, да. Да, которые, в общем-то, собственно говоря, инициировали это судебное разбирательство. Более того, я могу сказать, что совершенно потрясающая вещь, но с нас еще и убытки взыскали. Понятно. Вот, да, Вы мне скажите, когда новый закон появится? Значит, новый закон, он появится тогда, когда вступит уже в действие